Скажи мне, не исчезнет ли в горах, подобно эху выстрела ночного, мой голос, мое песенное слово? Ответа не нашедшее в сердцах, написал когда-то Джамалдин Яндиев. По сей день поэта любят и чтят на родине, и спустя 40 лет после его смерти. Первый народный поэт тогдашней Чечен и Ингушетии, автор порядка 20 поэтических сборников, последний гусар ингушского народа. Совячи ламочка, ширешал да шут, эхнга сатусис, эхо чут. Тигнен доксенна, не и уйлисенна, сигрек эгая, мехцы кусис, алазят, вага кхавус, сда вяхать, сега сей эхач хан, елен вявца мистинан. Сегодня его стихи знают наизусть тысячи людей, его цитируют, на него ссылаются поэты и писатели, и не только Северного Кавказа. Произведения ингушского Пушкина печатались во многих газетах и журналах по всей России. Говоря об уникальности Яндиева, как поэта, хотелось бы обратить внимание читателя еще на один вопрос, или нюанс. Кроме вопроса, о чем писать, перед каждым поэтом стоит еще и вопрос, как писать. Для Джамалдина ответ на этот вопрос один – писать надо правдиво и искренне. Писательский труд существует давно, но профессией он смог считаться лишь когда стал оплачиваемым. На протяжении многих веков мастера слова искали ответы на актуальные вопросы, пытались отразить действительность, в которой жили, позволяя своим читателям очутиться в любой эпохе. Самый первый роман Саида Чахкиева «Золотые столбы» автор написал в студенческие годы. Для него эта книга много значила. Писатель считал этот роман самым ярким в своей творческой деятельности. Он описал в нем самое сложное для нашего народа время. Он в ряду очень известных, знаменитых. Одно слово «Саид» было достаточно, чтобы по всему постсоветскому пространству и в России знали, что это Саид Чахкиев, именно писатель, поэт. Богатство ингушской литературы неоспоримо. Ахмед Боков – человек с огромной любовью, воспевавший в своих произведениях родной край, его прошлое и настоящее. Звезда среди звезд, к юрскому горизонту, мы вернемся на не, багровые зори. О творчестве первого народного писателя Чечен и Ингушетии Ахмеда Бокова красноречиво говорит количество проданных книг. Общий тираж его изданий составил около 3 миллионов экземпляров. Этот показатель является рекордным не только в ингушской литературе, но и в творчестве писателей всех Кавказских республик. Он очень ярко, правдиво, искренне показал ингушский народ. А с другой стороны, у него язык, ингушский язык, он бесподобно такой мягкий, выверенный. Очень мало у нас писателей, которые пишут на ингушском языке так хорошо, так понятно, так просто, скажем так. Не менее знаменитый ингушский писатель Идрис Базоркин говорил: «Мне пришлось быть участником и свидетелем многих событий нашей эпохи, беспокойной, трудной и романтической. И я должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые будут узнавать нас уже издалека». Так и случилось. Его произведения и поныне влекут читателя, самое известное из которых роман «Из тьмы веков». Поистине этого великого романа произвел тогда настоящий фурор. В тот уже далекий 1968 год. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Куда бы ты ни пришел, на свадьбу ли, на похороны, просто в гости, везде и всюду говорили только об этом романе. Известного во всем мире ингушского писателя, драматурга Идриса Базоркина строго воспитал отец. Базоркин помимо литературы занимался политикой и общественной деятельностью, но каждый раз, говоря о деле жизни, признавался, что в душе он писатель, ему по душе писать и читать. Писателем мы знаем, каким он был, но он не меньше, если не в большей степени, был общественным деятелем. Нам известно, как он ратовал за свой народ, что он делал во имя спокойной и хорошей жизни
этого народа. Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта. Он был учрежден по решению 48-го Конгресса Международного пен-клуба. Тамара Хшагульгова, Новости 24.